держите. Мы точно знаем, что среди участников нашей встречи у нас есть представители как Республики Коми из разных городов: Печора, Усинск, Ухта, Воркута, Сыктывкар. Поэтому очень рады всех приветствовать. И также у нас есть представители из регионов Российской Федерации. Поэтому, дорогие коллеги, мы благодарим вас за интерес к нашей профессиональной деятельности. Это коллеги из Иркутской области, коллеги из Санкт-Петербурга, коллеги у нас со Ставропольского края. Поэтому всем очень всегда рады. И, соответственно, мы встречаемся уже не первый раз с вами. С теми, с кем мы видимся первый раз, разрешите представиться. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. Я работаю в Коми Республиканском институте развития образования. И еще последний год занимаемся, мы очень тесно общаемся, профессионально общаемся с нашими детскими садами, которые являются федеральными инновационными площадками, региональными инновационными площадками. И поэтому мы буквально встречались 15 апреля последний раз. У нас была очень интересная встреча на тему «Успешный детский сад», где как раз коллектив детского сада, в котором работает Мария Степановна, он презентовал свою интереснейшую профессиональную деятельность как детского сада, который ориентирован на ребенка и который занимается инновационной деятельностью. Буквально день назад, 21 апреля, у нас была тоже интереснейшая встреча в рамках нашей открытой онлайн-школы «Современный педагог дошкольного образования», где коллеги из детского сада номер 11, Мария Степановна, ее коллеги Елена Львовна, Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель, мы как раз с ними говорили о новом формате проведения праздников в детском саду. Поэтому с этим детским садом мы достаточно такой очень интересный путь профессиональный прошли за последний, наверное, год, и как с другими нашими инновационными площадками, потому что среди участников есть представители и других наших инновационных площадок. Поэтому еще раз всех приветствуем, всем очень-очень рады. И, соответственно, сегодня у нас будет такая очень интересная встреча, профессиональная, интересная, профессионально вкусная, как мы называем такие встречи. И немножко мне бы хотелось пояснить, то есть почему она состоялась и такая предыстория. Дело в том, что у нас есть абсолютный победитель республиканского конкурса «Воспитатель года». И этот конкурс у нас проходит в республике с 2010 года. И, соответственно, каждый победитель, мы его очень ценим, и они у нас как бриллианты. Но еще на победителях лежит очень большая ответственность в плане развития системы дошкольного образования Республики Коми через трансляцию своего собственного профессионального опыта. И, соответственно, эти педагоги у нас являются лидерами дошкольного образования. И в марте месяце мы решили запустить такой очень интересный цикл в преддверии нашего республиканского конкурса «Воспитатель года», который начнется буквально уже с понедельника, с 26 апреля. Мы решили запустить цикл авторских мастерских от абсолютных победителей республиканского конкурса «Воспитатель года» разных лет. И в марте, в конце марта у нас была наинтереснейшая очная встреча, где все победители проводили, не все, прошу прощения, 4 победителя проводили очень интересные свои авторские мастерские. И вот перед этой встречей, памятуя о том, что Мария Степановна, она тоже, хоть и не абсолютный победитель республиканского конкурса, но она абсолютный победитель муниципального конкурса и призер, то есть человек, который занял 3-е место на республиканском конкурсе «Воспитатель года» 2019. И памятуя о том, что у Марии Степановны есть замечательный, интереснейший опыт работы, который буквально взращен, наверное, я бы так сказала, за последние 2 года. Может быть, не очень красивое слово, но любой опыт необходимо взращивать. Я думаю, что вы поймете, какой глагол можно использовать здесь. И поэтому перед той встречей в марте с нашими абсолютными победителями у меня был разговор с Марией Степановной. И я предлагала ей приехать, потому что много интересного. И сейчас вот эта тема связана с развитием детской индивидуальности, с поддержкой детской инициативы, с поддержкой детской самостоятельности. Эта тема обсуждается во многих прогрессивных детских садах Российской Федерации. Об этом говорят ведущие ученые. А когда практики этим занимаются, потому что они понимают, как это можно и нужно сделать. И когда ты видишь вот этот вот обратный эффект, как это происходит на практике, это, поверьте, дорогого стоит. И у нас с Марией Степановной был такой разговор, чтобы она тоже приехала, чтобы она презентовала, чтобы она смогла донести до профессионального сообщества и до тех, кто приедет к нам на республиканский конкурс «Воспитатель года», чтобы она смогла донести вот эту суть. Но тогда не сложилось. И поэтому сложилось зато сейчас.
Поэтому мы очень вас рады приветствовать. И вообще, я думаю, что сегодня будет уникальная встреча по одной простой причине. Потому что, во-первых, она проходит в формате онлайн, и как донести, и как показать, как поддержать детскую индивидуальность, детскую инициативу. Я не знаю, мне кажется, на сегодняшний день вот Мария Степановна этим владеет в совершенстве. То есть как это можно даже преподнести для профессионального сообщества. Поэтому, дорогие коллеги, мы приветствуем все вопросы. Вы будете смотреть сегодня много различных видеоматериалов. Комментированный показ, комментированный анализ будет со стороны Марии Степановны. И, соответственно, все вопросы, они приветствуются. Все, что вам непонятно, все, что вызывает сомнения, кажется вам нужным, важным, ненужным, вы, пожалуйста, спрашивайте, потому что все-таки это авторские мастерские и профессиональная позиция Марии Степановны. Посмотрите, какая она у нас красивая на фотографии, такая вся, знаете, самодостаточная, уверенная. Поэтому я думаю, что вот сейчас ровно с точно такой же уверенностью, с такой же харизмой Мария Степановна у нас выйдет в эфир и начнет свою интереснейшую авторскую мастерскую. Поэтому, Мария Степановна, мы приглашаем вас в нашу студию. Пожалуйста, выходите в эфир. Мы очень рады будем вас увидеть, очень рады будем вас услышать. Да. Добрый день, Татьяна Валерьяновна. Меня видно, меня слышно. Очень рада вас видеть, Мария Степановна. Хоть мы и встречаемся, я говорю, практически уже 2 раза даже в неделю, но правда очень приятно. Поэтому, дорогая Мария Степановна, я понимаю, что у вас сегодня тоже будет такой своеобразный дебют, потому что это вот время, как я говорю, оно принадлежит вам. Все, что считаете нужным, пожалуйста, попытайтесь донести до нас, до всех, как вы видите, что нужно сегодня делать в детском саду для того, чтобы поддержать детскую инициативу самостоятельно. Добрый день, уважаемые коллеги, и я начну. Конечно же, поддержка детской инициативы – это в первую очередь среда. Среда создания условий, чтобы у ребенка было чем взаимодействовать. И вот когда вы создадите условия, эту среду надо наполнить. А когда среда уже наполнена, когда она разнообразна, что мы делаем? Мы, конечно же, наблюдаем, стараемся заметить и услышать каждого ребенка. У нас ведь тоже получалось все не сразу. Я сейчас предлагаю вашему вниманию посмотреть, как у нас было и как у нас в группе происходит на сегодняшний день. Два года назад моя группа выглядела вот так. Сплошная учебная зона. Обратите внимание, коллеги, она совершенно безликая. Никаких следов нет детской деятельности. Это сейчас мы понимаем, что вот такие группы – это рамки для детей нового поколения. Они умные, упрямые, настойчивые. Яркий интеллектуальный уровень этих детей, он давно перерос все известные нам стандартные методики. Этим детям нужна свобода. Свобода выбора пространства, свобода выбора материалов, свобода деятельности. Конечно же, у нас в группе существуют центры, но они необходимы именно в то время, когда дети работают в них, чтобы они не мешали друг другу, когда каждый занят чем-то своим, какими-то своими важными делами. А выбор детьми центров, он всегда обоснован планами именно ребенка. Почему центр конструирования? Потому что постройки там могут стоять ровно столько, сколько нужно ребенку. И никто из детей не боится, что эти постройки кому-то помешают и что их разберут. На подиуме каждый может уединиться, сочинить, исполнить песню, придумать театрализованное действие или просто посидеть вот такой веселой компанией единомышленников. Почему центр из-за деятельности? Да потому что там под рукой все нужно ребенку для творческой мастерской. Потому что можно сразу воплотить задуманное, и ребенок, он просто не перегорит, коллеги, идеи, когда будет искать нужный ему материал или элементарно спрашивать разрешение у воспитателя. А еще в центре ИЗО можно уединиться с маленькой меловой доской, в то время, когда на большой стационарной доске вот такие его друзья, товарищи творят что-то невообразимое. Но бывают ситуации, когда деятельность детей разворачивается по всей группе. Выкладываются большие листы бумаги, рулоны обоев, и тогда вся группа превращается в один сплошной творческий центр.
И или, например, вот для завершения какой-то масштабной постройки детям требуется больше места для конструирования. И вот тогда мебель легко раздвигается, потому что она мобильная, она легкая. Ковры сворачиваются, пространство освобождается, и деятельность развивается так, как нужно детям. Вот обратите внимание, разница между вот этими двумя фотографиями буквально в один день. Как изменилось все самими детьми, связанное с их деятельностью. Поэтому есть время, когда мы работаем в центрах, но есть время, когда прошел процесс, и он требует большего пространства. И это пространство, я повторюсь, коллеги, освобождают не мы, не педагоги, его освобождают сами дети самостоятельно. Потому что свобода детей, вот это самое главное. Когда дети свободны в своем творчестве, это творчество, оно ведь может перерасти и в музыкальный зал, и в коридоры, и даже вот, например, на лестничные клетки. Когда ребенку не поставлены рамки, вся деятельность его проходит свободно и непринужденно. Решение логических задач переносится, например, в конструирование. Математика весело проходит при счете мальчиков, девочек, которые поместятся в коробку. Может даже сыграть в игру до обеда и после. И, конечно же, повторюсь, за всем этим стоит насыщение предметно-пространственной среды. Потому что среда – наш помощник и наш третий педагог. Вот вы посмотрели презентацию, и вот она, детская инициатива. Свобода детей, их самостоятельность. Или взять, например, наши праздники, сценарии, которые пишут сами дети. Позавчера на онлайн-встрече мы очень много рассуждали с моими коллегами, с Еленой Львовной и с Людмилой Юрьевной, о новом формате проведения мероприятий. Я не буду сейчас дублировать ролики, вы их можете посмотреть в нашей группе на Фейсбуке «Теремок вдохновения STEM», но думаю, что достаточно, но напомню, что достаточно было ребенку придумать историю, рассказать эту историю детям, мне сказать только, как эта история похожа на новогоднюю сказку, и что получилось? Дети подхватили, процесс пошел, дети сами придумали сценарий, они по мотивам этого сценария придумали песни, стихи, обратились сами за помощью к нашему музыкальному руководителю, к Людмиле Юрьевне. И все это во что вылилось? Буквально замечательный праздник. И праздник был без утомительных репетиций, с настоящими эмоциями детей, без стрессов, вызванных какими-то страхами. Страхами забыть слова песен, роли, тексты стихов. Повторюсь, мы создаем условия. И вот когда дети в этих условиях начинают действовать, проявлять себя, моя задача как педагога – увидеть, понять, разглядеть. И главное понять, когда ребенок сам просит о помощи. Коллеги, вот это очень тонкая грань, когда взрослый приходит на помощь по просьбе ребенка, когда что-то подсказывает ненавязчивым образом, или обучает приемам, которые ребенок до этого не знал, или когда взрослый превращает эту помощь в навязывание чего-то. Ну, бывает такое, что вот мы за ребенка что-то дорисовываем, долепливаем ему какие-то детали. И в этих случаях продукт, который ребенок получает, который он сам начал, он теряет индивидуальность, а, соответственно, ребенок теряет к нему интерес, потому что это уже не его. И не мешайте ребенку, ну не навязывайте ему свое видение. Главное, будьте с детьми на равных. Хотите вот вы обратную связь с ребенком, так разговаривайте с ребенком, как со взрослым. Индивидуальный подход, он ведь заключается именно в том, как вы поддерживаете диалог с ребенком, как советуете с ним по каким-то вопросам. Именно в том, что вы признаете, что перед вами личность. И обязательно относитесь к любому труду ребенка к его творчеству с огромной бережностью. Вот сейчас, коллеги, все, кто есть в чате, задайте себе мысленно вопрос. Что я сделаю с детскими рисунками, которые, не получились, которые нарисованы, например, темными цветами, но которые мне не нравятся. Что я делаю? Задали? Так вот, коллеги, если вы сейчас задали себе этот вопрос, то никакого индивидуального подхода в вашей работе нет. Все, что сделал ребенок своими руками,
для него бесценно. Это величайшая драгоценность. Как мы, взрослые, можем оценивать с позиции нравится, не нравится? У нас ведь действительно на это просто нет права. Никогда не оценивайте ребенка, не комментируйте свои замечания, потому что ребенку это не надо. Ему нужна ваша помощь, ваша поддержка и ваше одобрение. А вот что делать с детскими работами, ну, пусть дети решают сами. Пожалуйста, внимание на видео. Вот так это происходит в нашей группе. Перед вами рабочая панель с детскими рисунками, которые постоянно меняются. Одни дети убирают, другие добавляют. И посмотрите, все рисунки прекрасные. Все буквально бриллианты детского творчества. Но с рисунками, коллеги, конечно, проще. Их легко повесить, потом снять. Какие-то дети убирают в портфолио по своему желанию, какие-то уносят домой. Очень часто они дарят друг другу рисунки. А как быть с детскими поделками? Особенно многих волнует вопрос, как быть с поделками из пластилина. Все очень просто. Играть. Еще внимание, еще на одно видео. Как часто в детских садах мы можем видеть подобные выставки детских работ из пластилина. Это, на первый взгляд, отличается тем, что вместо имен детей каждая работа имеет какое-то свое необычное название. Но это не выставка, это дом, который Варя построила в приемной рядом со своим шкафчиком. И ее друзья не просто стоят на полках, они присутствуют во всех Вариных играх. Вариных и ее друга Вовы. Варенька, расскажи мне про своих жителей. Расскажи, кто где. Вот это котик, который я его первый слепила. Это девочка-кошечка, которая сидит с собачкой. Своей котиком-собачкой. А это две блюдечка. Мамочка, котик, Мишка-котик. А я даже прочитала, у твоего котика такое интересное имя есть. А это Мишка с крылышками. А, это уже Мишка с крылышками, да? А почему у Мишки рог? Потому что он единорог. А, это Мишка, девочка с крылышками единорог. А расскажи мне, пожалуйста, вот наверху, такие необычные твои друзья вот здесь. Вот это котик, который прячет себе одеялко. И у него два одеялка. А это Супермен собачка, вместо собачка и девочка, которая любит йогой заниматься. А йогой уже, да? Она уже кунг-фу занималась, теперь она йогой занимается. Смотри, а вот тут персонажи, это, по-моему, даже не всех ты лепила. Откуда они тут появились? Это Вова слепил со мной. Это друзья твои, да, уже присоединились? Да, это Вовины друзья. Ой, друзья. Слышите, какая тут игра? Вот такой уголок уединения выбрал ребенок. Но она никогда не играет там одна. Всегда вокруг нее дети. Потому что ни одна игрушка из того же киндер-сюрприза, пластмассовые какие-то там человечки из лего, они не заменят вот этих необычных фигурок, вылепленных Варей. Кстати, фигурки все время видоизменяются. Иногда Варя добавляет какие-то детали, а иногда она просто превращает их во что-то новое. Ой, а кто это во что переделывается? Мячик. А из чего мячик получился? Из тарелочки. Я всегда хотела сделать вот такой вот мячик, чтобы он весело играть. Вот, пожалуйста, из тарелочки с фруктами получился замечательный мячик, о котором Варя, оказывается, всегда мечтала. И теперь ее пластилиновой собачке есть чем играть.
У нас в группе нет запрета на игры с пластилином. Главное правило только подготовь свое место так, чтобы ничего пластилином не испачкать. Варенька, это человечки у тебя из твоего домика? Это не человечка. Это не человечка. Головок, зайчик и собачка. Я скажу по-другому, это жители твоего домика, да? Они пришли здесь погулять. Сюда, на подиум. Организую стационарные выставки в приемной, где работы иногда неделями стоят, покрываясь пылью, мы не задумываемся, нужно ли это детям. Похвастаться родителям? Я не знаю, это очень сомнительный вопрос. Ведь не каждый ребенок хочет вот так открыть свою душу, свой внутренний мир на показ. Может, он хочет тихонечко завести маму в группу и показать, что же он сделал. Или взять свою работу домой. Или оставить ее на следующий день, чтобы поиграть. Никогда нельзя забывать, что любой продукт, который делает ребенок, для него самая великая ценность. И только ребенок должен решать, что же делать ему со своим рисунком, со своей поделкой, со своей вылепленной фигуркой. Вот тут я немного отвлекусь, просто не могу не обратить наше внимание на заднем плане на красавицу нашу Дашу, которая в красивых вечерних перчатках собирается что-то там лепить или раскрашивать. Ей так комфортно, а почему бы и нет? Если вы обратили внимание, Варя за несколько минут уже который раз выбегает к своему домику в приемной, и она там меняет каких-то персонажей или приносит новых, потому что у нее идет игра. А Даша продолжает в своих перчатках накрывать стол для творчества. Кто? На меня. И где он живет у тебя? Похвастаешься? Ну-ка покажи. Обратите внимание на рисунок сердечками, который появился у детей вот рядом с пластилином. Этот рисунок Варя нарисовала утром, и он висел на ее буковке. А сейчас он ей потребовался, потому что оказалось, что это какой-то коврик. Все дети используют в своих играх. А тем временем в группе жизнь вовсю кипит. О, это сердце. Расчудесное сердце. А кого ты этим кормом угощаешь? Можно я загляну в твой домик? О, как много у тебя там жителей. Колобок катится по дорожке. Он идет гулять. По дорожке. Кролик, свинка по дорожке. Да. Крокодильчик. Кто? Крокодильчик. Замечательный крокодильчик, потрясающий. Хватит туда, ты чё? Ты чё, пёс? А ключи кого? А ключи кого? Вот такие они, мои маленькие творцы. Маленькие программисты, маленькие художники, маленькие скульпторы. Кто-то из них маленькая мама, которая в данный момент катает коляску. Но все они заняты любимым. Кстати, фигурки все время видоизменяются. Иногда Варя делает. Ну, сейчас. Все, уважаемые коллеги, я продолжу. Это был снова пример детской инициативы, индивидуальности, самостоятельности. А сейчас я скажу вам вещь, я думаю, часть из вас с ней будет просто не согласна. И в конце моего выступления по этому поводу возникнут, думаю, дебаты. Но я скажу, что дети не ограничены какими-то рамками.
они не ограничены даже режимом дня. Вот кто вчера присутствовал на нашей, позавчера онлайн-встрече, вы видели в видеоролике моей коллеги Елены Львовны, как Савелий был занят строительством ракеты, и он не мог оторваться от этого процесса. И он не мог оторваться даже на обед. Елена Львовна ему напомнила, что обед остывает, но она не стала настаивать, потому что сейчас нет четкого режима дня. Все стерто, коллеги, все границы стерты. Если ребенку важно доделать что-то именно сейчас, он пусть делает. А он потом сядет и поест. Вот с той же прогулкой. Всегда ведь можно отодвинуть прогулку, если какая-то деятельность развернулась, если детский интерес, детская инициатива. Если эту самостоятельную деятельность сейчас, вот именно в данный момент, нельзя прервать, то мы можем просто сдвинуть прогулку, потом зайти немножко попозже. Вот даже обед мы можем получить попозже. Ведь всегда можно договориться с теми же вот поварами на кухне. Вот эти моменты, они очень важны для ребенка. Сформулируйте для себя 4 правила общения с ребенком. Увидеть, услышать, не мешать и помочь только тогда, когда ребенку это нужно. Сейчас, дорогие коллеги, я предлагаю вашему вниманию видеофильм. Вы наглядно увидите то, о чем я говорила, и небольшое пояснение перед просмотром. Фильм рассказывает об одном дне в детском саду мальчика Дани. Вы увидите, как важно ребенку осуществить именно то, что он задумал, говорить именно то, что он хочет сказать в данный момент, и выражать себя таким образом, как он считает нужным. И за всем этим не будет стоять взрослый с его «нельзя», «так невозможно» или «ты делаешь неправильно». Вот для этого Дани, как и для всех остальных детей, очень важно раскрыться, научить не сравнивать себя с другими детьми. Он в нашем детском саду недавно испытывает небольшие коммуникативные сложности в общении с другими детьми, со взрослыми. Ему некомфортно покидать стены группы, спускаясь, например, в музыкальный или физкультурный зал, но у него есть желание, потребности и, главное, планы. И после просмотра, коллеги, я думаю, мы продолжим наше обсуждение. Я сейчас на время видеофильма отключусь. К любому своему достижению ребенок относится как к маленькой победе, поэтому равнодушие тормозит творческий рост малыша в целом. Знакомьтесь, это мальчик Даня. Посмотрели фильм про космос, и теперь ракеты у нас мастерятся с самого утра и до ухода детей домой. 2 дня Даня только наблюдал, а на 3-й день он сделал свою ракету. Ракета у Данила получилась самая простая. Обратите внимание, на заднем плане слышно приветствие Людмилы Юрьевны, которая зашла к нам в группу. Людмила Юрьевна не стала отвлекать всех детей от их занятий. Она индивидуально подключается к общению. Все дети чем-то заняты. И вот можно обратить внимание, что кто-то еще даже завтракает. Тара, ты мой друг, скажем дружно гав. Это Роза? Маленькая. Так. Клубничка. Понятно. Какие интересные имена у собак. Целые вольеры. Друзья. Всем советуем дружить, ссориться не смейте, без друзей нам не прожить, ни за что на свете, ни за что, ни
ни за что на свете, ни за что, ни за что, ни за что на свете. Что это вы такое строите? Мы построили ракету, улетаем вниз сейчас. Пусть высоко, вот так и далеко понесет ракета нас. Самолеты? Конечно. А вот сегодня придем ко мне в группу в зал ко мне. Пойдете? И там поиграем с самолетами. Хорошо? Да. Готовы? Да. Ну, давай. Конечно, его круто поиграем. Давайте. Мы построили ракету. Улетаем вниз сейчас. Сейчас пойдем поиграем. И в ракеты, и в самолеты. Пускай. Да. Правильно, если сказать. Людмила Юрьевна убегает вперед, чтобы успеть включить музыку для игры, которую просил Никита. Три, два, один. На первый взгляд Даня занят своей ракетой, но он все равно принимает участие в игре вместе с другими детьми. Из ракет и пилоты выходят. Хочу в туалет. Вовик, проводи, пожалуйста, Вовик. Никита сообщил, что пока играли в игру, их с Даней ракеты придумали танец и попросил этот танец показать. Даня сначала начал, но потом все-таки отошел в сторону. Никита продолжает один. Вот чуть раньше можно было обратить внимание, как в зал вместе с Вовой спустилась Полина, которая изначально захотела остаться в группе, доделать свою работу с пластилином. Под впечатлением танца Никиты все превратились в ракеты, в звезды, кометы. А сундук Людмилы Юрьевны, в котором очень много разных замечательных мелочей, помог совершить перевоплощение. Музыкальный зал покидаем вместе с этими мелочами. Сказали, что они очень потребуются в группе для танца. И даже попросили музыку дать с собой на флешке. В группе тут же принялись освобождать пространство, сказав, что для танца нужно очень много мест. И обратите внимание, Даня сейчас будет тоже принимать участие в танце, немножко по-своему, но вместе с детьми. И то, что ему не удалось показать вместе с Никитой в музыкальном зале, он осуществил в стенах родной группы. А вот Варвару танец не увлек, потому что в данный момент у нее свое, очень важное для нее дело. В то время, пока одни танцевали, кто-то из детей достал большие листы бумаги. И сразу танцы закончились, все бросились рисовать. Вернее, не все. У Дани с Никитой, у Варвары свои планы.
Рисование на полу на больших листах бумаги – одно из любимых занятий моих детей. Ковер прямо с утра сворачивается ими и лежит в сторонке. Маленький вот это, и вот это большой. А на что у меня вода похожа? Я спросила у Дани, что он делает. Оказалось, он превращает дом в большую ракету, которая послужит домом уже для его маленькой ракеты. Ракетку оставим. В ракету превращаешь? Я ударился. Помните, какой ракета была у Дани в самом начале? Она все больше и больше усложняется, пополняется разными деталями. Что? Я сделал тут вот эту компаску. Похоже на свою ракетку. Это тоньше вот этой. А Вова и Рома нарисовали детали для космического корабля, но не придумав, как их использовать, решили отложить до возвращения с прогулки. Мы идем гулять. Даня никак не может расстаться с ракетой. Она так важна для него, что ей предназначен даже отдельный стул. Никита проще относится к своей ракете. Он собирается взять ее на прогулку, но тут же забывает ее в приемной. А вот здесь главное не вмешиваться. Ребенок занят, он что-то придумал, он что-то строит. И присутствие взрослого сейчас ему совершенно не нужно. Наблюдаю. Это что у вас такое получилось? Это что у вас такое получилось? Ракета тут. А где она у тебя находится? Это в чем она стоит? В большом яме. А для чего ракете нужно было встать в эту яму? Это бункер. Это бункер. Бункер? Да. Ого. А у нас на участке гости. Что-то так не бывает вообще. Не надо бывать вообще. Запускаем. Ветер запускаем. Может только ветер запускать все. Не-не-не. И сам только сюда. Да. Савелий, а как ты думаешь, что эта ракета, можно какую-нибудь марку ей присвоить из твоих известных? Это как миг, чего я называю ММ100М. Никто не догадается, как она ММ. Вот здесь стояли такие майки. Есть ММ100М. И вот так. Ракета в ней космоса. ММ100М. Вот это ракета. А, Дань, видишь, она похожа на ракету ММ, Савелий сказал. Вот ММ100М. Вот здесь зашифровка. После прогулки Даня стал сокрушаться, что у него никак не получается сделать домик-ракету. Мальчишки вызвались помочь. И они сразу вспомнили про свои детали. Да еще и девочек уговорили разрешить использовать их рисунки. Посмотрите, они не бесцельно приклеивают детали. Они каждой детали ищут нужное место. Дом-ракета готов. Даня идет его оценивать. Мне кажется, ему понравилось.
мальчик пошел на обед. Ракета в космическом доме. Первое, о чем спросил Даня после сна, а где в большой ракете космонавт. И Клим сразу вспомнил больших кукол наших соседей. Способ изготовления больших бумажных фигур я им не подсказывала. Они его придумали сами. И что очень важно, начинает один, подхватывают все остальные. Они всегда готовы прийти друг другу на помощь. Это у нас наступил вечер, да? Хорошо поспали сегодня? Да, я вот это. Продолжается модернизация ракеты. Это такая, это защита. Защита От кометы. От кометы. от метеоритов. Да. Да, космические камни. А как? Покажи, как он будет защищать от метеоритов? Каким образом? Вот так вот. Отражать будет, да? Как будто сломал, да? Да. Наш дом ракета Данин. А там у мальчиков разворачивается действие. Конструкция ракеты становится все сложнее и сложнее. Это время. В деталях для ракеты используется не только бросовый материал и коробки. Данил дополняет ее даже деталями из конструктора. Обратите внимание, как ребенок ищет способы крепления той или иной детали. Какой творческий полет мысли. Буду раздавать на такие. А вот уже дело дошло до строительства ракетной площадки. Слово «космодром» пока еще сложное для Дани, поэтому просто площадка. И всегда взгляд взрослого должен останавливаться на всех возможно опасных моментах. Никитка, очень аккуратно, Даня, вот стульчик, посмотри, ножки торчат. Давайте, Никиточка, давай перевернем, пожалуйста. И вот безопасная горка получилась нисколько не хуже предыдущей. А вот это в ход пошли любимые дощечки, которые, кстати, расписаны самими детьми и ничем не покрыты, просто штукатурены. Всегда должен оставаться простор для детского творчества. Площадка получилась замечательной, и на ней базируется целый парк ракет, которые до этого делали несколько дней другие дети. А вот тут Никите потребовались космонавты для его ракет. Найти он их нигде не мог, и заменить ничем у него не получалось. И вот тут Даня предложил помощь. Он сделал человечков из конструктора. Вот он, человек. Все. Да. Это человечки. И куда же человечки у тебя садятся? Но как Даня сказал, ему самому человечки из конструктора не подходят. Он выбрал другой способ. И вот тут для меня наступает очень удобный момент пообщаться. Это кто поболтать. У тебя получается? Космонавтик. Космонавтик? А сколько у твоего космонавтика рук? Сколько? О, это только. 2. Молодец. А ног сколько? Только один. А только одна? А сколько ног нужно? Надо слепить. Надо еще слепить, да. Да. Согласна. Давай. Подходит такая нога для космонавта? Нет. Почему? Она получилась маленькая. А, она получилась маленькая. А тебе какую нужно? Вот такую.
А ты попробуй поднести, измерить. Может, достаточно будет этой ноги. Молодец, спасибо большое. Спасибо. Ты мне очень помогла. А, ты удлинил ногу? Да, сейчас он длину. Чтобы подошла. Теперь подходит? Да, подходит. Так он кофту. Кофту? Чтобы он потерялся от этой кофты. А как у космонавтов называется одежда? А одежда какая-то... Хочешь узнать? Одежда для космонавтов называется скафандр. И он защищает космонавтов в космосе. Вот он казан. Скафандр. Подойдет. Вот, подойдет. Я же сказал. В фильме, который я показывала детям несколько дней назад, был сюжет о том, как важен скафандр для космонавта. И именно там прозвучала фраза, что можно потеряться в открытом космосе. Даня ее запомнил. Можно я загляну? Можно я загляну? Закрывай дверку. Это где он у тебя сидит? О, космонавт. Космонавт? А на чем на таком интересном он сидит у тебя? Это же космонавт. На скамеечке даже? Ну все, теперь можешь дверь закрывать. Спасибо, что доверил мне. Девочки вырезают космонавта, а у мальчиков развивается стихийный эксперимент. Никита, как он отпустит туда свою ракету, Дань? Как ты сможешь? Такая она высокая. Получится туда ракету? Давай попробуем проэкспериментировать. Она упадет. Только прыгайте в камеру. Прыгайте в камеру. Тут тупо мешает. А, не мешает? А давай придумаем, что можно сделать, чтобы не мешать. Это не получится. Не получится. Ну вот он пробует. Так. Он сломал нас. Ну посмотри, он чинит. Смена деятельности, но даже тут ракеты находятся рядом. О, ракеты рядом. Можно. И все время Данил возвращается к доработке своей ракеты. Он придумает все новые и новые детали. И для каждой детали у него есть объяснение. Это что-то новое ты к ракете приделал? Космонавт готов. Даня очень доволен. Он посадил его рядом, и вот такое общение у них происходит. Космонавт, видимо, выполняет роль наблюдателя за игрой. Побегают. Никита всегда рядом. Он постоянно Даню тормошит, придумывает какие-то интересные занятия. Эти дети совершенно разные по темпераменту, но они всегда вместе. Ну беги похвастайся. Поближе, иди покажи. Покажи, что внутри у тебя там. Какая тонкая работа. До свидания. До свидания, Гумик. Я Бенди еще построил. А силы ветер после ее будет пугать. А, ее испугает сильный ветер? Да.
В 18:00 дети ушли домой, и можно пройтись по группе. Ковер снова расстелен. Космонавт остался сидеть, ждать своего маленького друга. В центре конструирования стоят недоделанные поделки. Какие-то поделки будут доделаны завтра, какие-то поделки их маленькие хозяева унесут домой, что-то останется в группе. В песке до сих пор отпечатки маленьких ладошек и какие-то замысловатые постройки. Пластилин, краски, бумага, центры за деятельности – все готово с утра встретить моих малышей. Даня очень вежливый мальчик, но с утра у него неотложное дело. Дань, доброе утро. Дань, давай поздороваемся. Ты сразу к ракете к своей. За ночь трупы у нее отвалились? Да. И у тебя получилось исправить? Да. Ну теперь здравствуй. Проверил, поправил. Ну здравствуй, новый день. Посмотрите, коллеги, как все оказывается просто. Увидеть, в чем интерес ребенка, и создать условия, чтобы этот интерес поддержать. Вовремя внесенный скотч, пенопласт, какие-то коробки. Вот этими моментами мы, педагоги, поддерживаем детскую игру, детскую инициативу. И вот сейчас я сразу предупрежу вопросы, потому что они все равно будут. А на кого в этот день, в день съемки, были оставлены все остальные дети? Коллеги, вот это видео длится 20 минут. 20 минут из 10,5 часового рабочего дня. И причем вот в этот день я снимала Даню немножко дольше, потому что мне хотелось показать весь день в детском саду глазами ребенка. Я не хочу, чтобы у вас сейчас сложилось мнение, что я выдергиваю какого-то отдельного ребенка из деятельности и целый день за ним хожу, наблюдаю, помогаю, поддерживаю. Нет, причем совсем нет. Каждый ребенок мне важен и интересен. Каждого поддерживаю, с каждым общаюсь. Про каждого в моем телефоне множество интересных видеосюжетов. Но просто ведь сразу видно, кто из детей в данный момент нуждается в помощи, кто готов к тому, чтобы его запечатлели на камеру, похвастать своими продуктами, которые они сотворили. А кому-то из детей в данный момент некомфортно, если за ним подглядывают. Кто-то из детей не хочет, чтобы его снимали на камеру телефона. Я просто не навязываю ребенку, что ему не нужно и не интересно именно сейчас. И делаю это потому, что надо делать не то, что нужно мне, а то, что нужно именно детям. Ведь очень ценно, когда наблюдаешь за детьми, а эти дети свободны, самостоятельны, они ведь сами вовлекают друг друга в свою деятельность. И эта деятельность получается такой разнообразной, можно сказать, даже многогранной. Ведь как было раньше? В какой-то определенный день у нас была, например, математика. И целый день этой математикой мы занимались. Помните, коллеги, даже были у нас день математики, день развития речи. Сейчас у нас в один день и математика, и развитие речи, и музыка, и танцы, и конструирование, и творчество. Получается, деятельность это получается больше, но эффективность от этой деятельности выше. Потому что один ребенок подтягивает другого, они друг друга стимулируют, они поддерживают, они общаются, в конце концов, в этих своих маленьких микрогруппах и микроколлективах. Вот я снова хочу вернуться к той сказке, про которую шла речь позавчера, когда Александра придумала сценарий, и дети развернули сказку. Ведь эта Александра, она вовлекла в свою сказку даже детей из другой группы. Вот понимаете, коллеги, вот это и есть детская инициатива. И еще, уважаемые коллеги, запишите, пожалуйста, в свой рабочий блокнот буквально вот такими большими буквами «Ничего не упусти», «Ничего не пропусти». От каждого из нас требуется какое-то чутье, профессионализм, чуткость, внимание к детям. Вот выгоните просто от себя мысль, что когда-нибудь увижу, замечу, запишу.
Вот, коллеги, вот с сегодняшнего момента его не будет больше никогда. Он есть сегодня и сейчас. А завтра ведь этот момент, он уже не повторится. И нельзя упустить ничего важного, ничего интересного. Никогда не оставляйте без внимания детские вопросы. Не оставляйте без внимания, например, взгляд ребенка там, на игрушку, на какую-то детскую веселую компанию. Ведь, возможно, ребенок чем-то хочет заняться, но стесняется или просто боится начать. Тем более вот приходят к нам в группы очень часто дети какие-то из дома, дети из других детских садов. И они ведь осторожничают очень, они присматриваются. И вот на это надо обращать внимание, потому что надо сразу наблюдать и сразу видеть детские дефициты. Что такое голос ребенка? Ведь голос ребенка это совсем не то, что ребенок сказал словесно. Поведение ребенка, то, как он ведет себя в разных ситуациях, как говорит, как рассказывает о своем мире, вот это голос ребенка. Вот почему мы, например, привлекаем родителей к тесному сотрудничеству? Потому что дети и родители, оно единое целое. Невозможно услышать голос ребенка, не зная, что у него за плечами, какая у него семья, чем они увлекаются, чем они дышат, чем интересуются. Нельзя поддержать ребенка, не зная его жизнь вне детского сада. И вот если ребенок будет чувствовать, что интерес к своей семье, если он будет видеть, как в процесс нашего дошкольного детства вовлечены его родители, как они общаются с воспитателем, как воспитатель любит детей, как родители уважают воспитателя, вот тогда детский сад для него не будет чужим и нежеланным. На этом позвольте мне закончить, я жду ваших вопросов. Татьяна Валерьяновна, присоединяйтесь к нам. Очень хорошо, очень интересно, у вас тут так созвучно, все, с удовольствием снова посмотрела фильм про мальчика Данила, да? Данила. Да. С удовольствием посмотрела, потому что очень интересно, и вот даже записала для себя ваши какие-то такие постулаты, связанные с тем, что может и должен делать воспитатель. Именно вот вы очень хорошо сказали, что там 4 правила, который должен соблюдать воспитатель, да? Получается увидеть, услышать, не мешать и в нужный момент помочь ребенку. То есть вот какие-то советы, которые они есть у вас, это замечательно. Но, Мария Степановна, давайте мы, наверное, сначала, пока коллеги думают, мы начнем с вопроса. Там был вопрос выше о количестве детей в вашей группе. Поэтому вы вот как бы вот эту линию немножко разверните тоже, расскажите и, соответственно, свое профессиональное мнение выскажите. Там спрашивают о количестве детей, о количестве мальчиков, девочек, как они выбирают тот или иной вид деятельности. Вот, пожалуйста, немножко об этом разверните какую-то. В группе у нас 27 детей, половина мальчиков, половина девочек, как-то вот так у нас так ровно. И вы знаете, коллеги, меня немножко вот удивил вопрос, как это влияет на выбор деятельности. А это никак, дети выбирают деятельность спонтанно. Они даже иногда сами не знают, что в данный момент им захочется делать. Да, у нас есть центр конструирования, который изначально, когда мы планировали среду, мы делали под мальчиков с учетом их запросов. Но ведь в этом центре у нас постоянно находятся и девочки. Потому что чем ребенок... Вы, наверное, что я говорю? Вы, наверное, видели в ваших группах мальчики иногда катают коляски с куклами. Тут не может количество мальчиков, девочек как-то влиять на выбор их деятельности. Каждый ребенок делает то, что он хочет именно вот сейчас. Ну, а по количественному составу сколько у вас детей? 27. И сейчас... Получается 13 девочек и 14 мальчиков. И сколько сейчас ходит в группу? Потому что это же фильм недавно. 22 ходят ежедневно. Был период у нас, вот ребятки у нас заболели, ходило их 10-11 человек. Это, конечно, очень сразу ощущается, потому что вот видишь всех детей сразу. Конечно, 27 их тоже видишь сразу. Но вот когда маленькое количество, там можно действительно вообще горы свернуть в плане наблюдения.
Так, ну, уважаемые коллеги, мы ждем ваши вопросы, потому что мы, в принципе, общаемся достаточно много, достаточно часто, и вот в каком направлении развернуть профессиональный диалог с Марией Степановной, вы нам как бы задаете это направление. Пока вы слушаете, пока вы думаете, Мария Степановна, вот скажите, пожалуйста, у вас получается, вот вы говорите, да, у меня в телефоне очень много разных видеозаписей про каждого ребенка и так далее, и так далее. А вы потом как-то вот их выстраиваете, потому что это же очень хорошо видно, как дети меняются. Вот, или что вы делаете с этими видеозаписями, когда Я вот... этих видеозаписей монтирую в программе InShot маленькие фильмы. В первую очередь эти фильмы я высылаю родителям в их родительский чат, потому что каждому родителю очень важно видеть, чем живет ребенок. И вообще, вот, коллеги, такой маленький лайфхак. Практически каждый день у нас заканчивается тем, что я родителям просто в этот чат скидываю какие-то видео, какие-то фотографии нашей жизни в группе. Это получается все равно равносильно скрытой камере, что родитель знает, одно дело ребенок приходит и делится, рассказывает. Но есть такие детки, которые вы сами знаете, выходят за порог сада, что ты кушал? Я забыл. Что ты делал? Я забыл. А когда родитель видит, он тут же может ребенка спросить, и ребенок ведь вспомнит. Ребенок рассказывает, и получает сообщение. И мое с родителями таким образом, и у родителей с детьми. Это такое маленькое подспорье. Да, это замечательно, потому что когда детский сад открыт для родителей, вот как мы видели здесь у вас сюжет, когда папа заходит в группу, и он может посмотреть то, что делает его ребенок. Вот я хотела спросить, а вы как-то предварительно вообще с родителями говорите о том, что вы спросите вот у ребенка, там, поинтересуетесь, вот как-то вы их настраиваете или нет? Нет, никогда. Родители уже, мы 2 года вместе, мы уже понимаем с полувзгляда, я думаю, они сами. Все равно родители, они в душе те же педагоги, они интуитивно чувствуют. Угу. Хорошо, спасибо, Мария Степановна. Здесь вот как бы еще идут комментарии по поводу того, что в группе сейчас мало детей, но это действительно так, да? Просто, наверное... Это как раз период, про который я говорю, период вот заболеваемости детей. Хорошо, тогда, пожалуйста, прокомментируйте. Я как бы линейку-то понимаю, мысли того человека, который это задает. Хорошо, а когда много детей, вот когда все 23-25, как вот этот процесс у вас в группе? Как бы объясните, что у вас... А вы знаете, вот, если педагог, который задал мне вопрос, был внимателен и посмотрел выше, которое в самом начале было моего выступления, презентация, где много детей, наверное, можно было заметить, что там практически не ощущаешь, что у тебя 20, там, 22 ребенка. Все дети все время чем-то заняты. Они в центрах, каждый ребенок по интересам что-то действует в центрах. Они не бегают, они шумят, у них идет какая-то деятельность. И вот эту деятельность, как я говорила, наблюдаем. И поэтому наблюдать за действием ребенка, и если помочь, если он что-то просит, а это не зависит от количества детей. Главное, наполните среду, чтобы ребенку было чем себя проявить, чем заняться, чем вот выразить себя. И вы не почувствуете, что у вас много детей. Да, но мы как бы, я хочу сказать, что мы ведь знаем, что у нас среди наших участников встречи есть те, кто с нами встречаются первый раз, ну, потому что мы видим систему регистрации, и мы, наверное, просто еще раз, Мария Степановна, вы, пожалуйста, расскажите чуть-чуть, что, ну, как бы акцент на том, что для того, чтобы вот так дети действовали, свободно играли, и потому что дети ведь когда играют, да, когда есть время, когда есть место, и когда есть доверие к тому взрослому, который рядом с ними, вот и все. И вы немножко расскажите о том, вот как преобразование среды нужно сделать, то есть с чего нужно начинать, чтобы вообще вот подойти к такой поддержке детской инициативы. Так, в первую очередь, я поняла, что Ильяновна, в первую очередь надо начинать с разговора с детьми. Ведь ребенок, он сам подскажет, в каком направлении действовать, каким путем идти. У нас с чего это начиналось? Мы задали вопросы, детям на то время была подготовительная группа, и мы просто не ожидали ответов. Дети хотели изменить в группе все. Им, оказывается, не нравились цвет стен. Им не нравилось, что у нас мебель стояла вся вот... Чтобы достать что-то, надо было открыть дверцы, вот это поискать. Главное, возьмите ручку и просто запишите ответы детей, и вы поймете, что требуется. Потом очень немаловажна помощь, конечно, администрации детского сада и помощь родителей. Потому что воспитатель один со всем вот этим просто не справится. У меня за спиной была такая вот великая поддержка Светланы Анатольевны, нашего директора, Ирины Владимировны, моих коллег, моих родителей, что мы просто вот свернули горы.
И когда с учетом пожеланий детей, ремонт мы в группе все делали сами, мебель у нас помогла администрация, когда это все было привезено, мы вместе с учетом это все расставляли, и вы не поверите, несколько раз вот за год, когда эта мебель переставлялась, менялась, потому что дети сами интуитивно чувствовали, как им неудобно, где им центр сделать побольше, где им центр сделать поменьше. Вот то, что сейчас в нашей группе, это вот то, что нужно им. Именно вот среднего возраста. Я думаю, в сентябре они придут, уже придут пятилетками, и они все расставят заново, так как нужно будет им уже подросшим. Хорошо, да, поэтому, коллеги, вот здесь есть тоже опять продолжает такой профессиональный диалог у нас. Елена Владимировна, да, она говорит о том, что в их группах по 35-40 детей, поэтому, Мария Степановна, как бы вы скажите свои, ну, предложения для Елены Владимировны, как можно организовать детскую деятельность при таком количестве детей. Потом и я подключусь к этому. Давайте ответим, коллеги, когда много, 35-40 детей, вот как организовать такую интересную детскую деятельность, насыщенную, чтобы каждый ребенок был виден, слышен. Понимаете, вот сейчас я сижу, думаю, я просто вот очень, я не могу представить, это очень сложно, когда 40 детей, да, мы, конечно, мы можем, коллеги, совсем справиться. Я могу сейчас говорить, что насыщайте среду, чтобы они были у вас чем-то заняты. Но вы знаете, пока вот мне нужно вопрос обдумать, я пока склоняюсь к тому, что вам надо просто в вашей среде вместе с детьми придумать как можно больше центров. Чтобы вот дети объединялись там микроколлективами по этим центрам, вот это разделение позволит немножко разгрузить вот, наверное, вот эту скученность. Обязательно, если, я не знаю, наверное, презентации было не видно, мы ведь как, мы заняли в наших группах все свободное пространство. У нас дети играют на подоконниках, у нас есть у всех двухъярусное пространство. У меня подиум пониже, вот в группе у Елены Львовны, у нее вообще под потолком группы расположен такой замечательный дом. Дети, мы не боимся отпускать их ни на подоконники, никуда, потому что сразу тоже вопрос, чтобы не возник. У нас есть правила. Дети эти правила сами придумали. И вы знаете, коллеги, если ребенку навязать правила, он его быстро забывает, он не выполняет. А если ребенок сам придумал правила, он и будет соблюдать. Вот я думаю, если в группе 40 детей, наверное, педагогу мало того, что сделать побольше центров с детьми, ему нужно еще установить какие-то правила, все-таки, которые придумывают дети, сами дети, что, искать интуитивно выходы. Хорошо, спасибо. Но я Обязательно, извините. И вот обязательно, я думаю, что в таких группах надо задействовать спальни. Это вот будет огромным подспорьем. Солидарно с вами, и как мы Елене Владимировне можем порекомендовать, что если так много детей, надо сначала освободить для них побольше пространства, то есть сделать открытыми раздевалки, сделать открытыми спальни именно для их свободной игры, для помещений, потому что и раздевалка, и спальня, они заняты в течение дня, буквально там спальня 2 часа, раздевалка тоже минимальное количество времени, это первое. И второе, присоединюсь к Марии Степановне, но я бы еще здесь порекомендовала, здесь фрагмент вы видели, то есть это включение дополнительных взрослых. То есть, пожалуйста, музыкальный руководитель может прийти утром в промежуток где-то там посмотреть вместе с детьми, что-то поделать в группе. Вам надо внутри детского сада договориться между собой, но когда детей так много, детям взрослых не хватает, и поэтому взрослые, как минимум 2 взрослых, это не обязательно 2 воспитателя, это может быть родитель, это может быть любой специалист, старший воспитатель, но они, когда вот нужно, они вместе в этой группе. Вот я бы, наверное, Елена Владимировна, так вам ответила, потому что это эффективное решение, это правильное решение, это грамотное решение, поэтому посмотрите, подумайте. Ну и, скорее всего, еще есть 3-й вариант решения, это когда 2 группы, в которых так много детей, они имеют смежные совместные помещения, то есть, например, совместную игровую, отдельные спальни, и тогда, получается, у них 2-3 воспитателя вместе работают с этой большим количеством детей. Вот, Татьяна Валерьевна, присоединюсь. Если вот видео с девочкой Варей, которая лепит у нас из пластилина, вот там, пожалуйста, пример использования приемной. Вы обратили внимание, что дети, они заняты, да, они уединились своей маленькой группкой, но вот там было 3 человека на видео, но ведь может быть и 5, и 6. Если они будут чем-то заняты, если у них будет деятельность, они там не будут. Их можно спокойно отпустить. Конечно, конечно. А потом, видите, коллеги уважаемые, Мария Степановна, она с этой группой работает, да, Мария Степановна, вы работаете с ними со 2-й классом? 2-й год всего.
Да, со второй младшей группы, естественно, что все это начиналось не сейчас, это начиналось еще тогда, когда дети, они просто маленькие, они ушли в среду, а среда была для них интересна. Вот, Мария Степановна, может быть, немножко скажите, пожалуйста, как вот она, младшая группа у вас среда, она как-то переформатировалась, когда дети в средней группе стали? Что-то новое добавилось или что-то убралось? И как вы думаете, как это будет сейчас в старшей группе? Вот немножко вот эту линейку расскажите. Как вы думаете про среду предметную? Она, конечно, она очень поменялась, потому что после подготовительной группы, когда были подготовишки, я расскажу для тех, кто меня видит впервые. Мы запустили детей младшей группы в среду, которая была для старших детей. Было очень страшно, потому что было очень страшно именно в плане безопасности. Потому что эти маленькие, их было еще много, они все бегали, они все брали. Стоило понаблюдать. Я сначала все убрала, абсолютно все. У меня были, не голые стены, но где-то ближе вот к этому. А потом мы стали потихонечку наблюдать и добавлять. И буквально за месяц мы поняли, что это совершенно не страшно. Если детям есть чем заняться, они не будут... Если есть детям заняться, они просто, не будут даже я не знаю, не могу слова сказать. Да, просто они находят сами себе занятия. Когда же у нас стала средняя группа, сменились некоторые приоритеты. В младшей группе был очень популярен у нас большой такой вот дом. Мы его как дом для уединения позиционировали, потому что детки в нем уединялись, играли. Они маленькие, в младшей группе, они на подиум-то ведь шли сразу не совсем с охотой. Им было немножко страшно, подиум был для них высоковат, хотя были продуманы все меры безопасности. Они предпочитали играть вот в этом доме. Когда они пришли в сентябре в среднюю группу, и мы поняли, что в этот дом никто не идет. Все, они уже созрели для подиума, они закрывали шторки, они там уединялись. И стоило задать вопрос: ребята, вот что мы с домом будем делать? И, вы знаете, они сразу сказали: а мы его отдадим маленьким. У меня сердце кровью обливалось, потому что у меня на этот дом было столько планов, но это были мои планы, а у них были другие планы, потому что этот дом им мешал. В первую очередь он стоял у нас около подоконника, потому что довольно на колесах, но довольно тяжелый для перемещения. И дети каждый раз, залезая на подоконник, они его как-то пролезали. И мы с великим удовольствием пошли, отдали этот дом малышам. Также появилось у нас несколько центров, которых не было в младшем возрасте. И притом, если вот год назад, вот тоже парадокс, для маленьких детей эти центры мы называли центр из-за деятельности, центр исследования, то вот эти подросшие дети средней группы, они сами центром придумывали веселые имена. У нас есть центр за деятельность, центр карандашик, центр умник, это центр математики, есть центр собиралкин, центр конструирования, центр проверялкин. И, конечно же, изменилась наполняемость групп. Очень много. Маленькие, они только... любили там коробочки, баночки, что-то гремело, что-то. Сейчас им надо много материала такого, которое дает им новые ощущения. Там разные, я не сыпучие даже, но какие-то там древесные материалы, какие-то более такие что... Может быть, даже баночки там с металлическими краями, которые, знаете, от детского питания остаются, они очень любят эти банки, они ими манипулируют, делают из них всякие ракеты, транспорт, они их экспериментируют, набирают в них воду. Примерно так. Хорошо, да, спасибо, Мария Степановна. А как думаете, вы знаете своих детей, они потом, сейчас май остался у нас в сентябре, что там в этой, я смотрела на вашу группу, да, я вам уже, в принципе, говорила, что они сейчас-то у вас уже очень большие и очень самостоятельные, они каждый всегда с утра чем-то занят, очень интересным, и все, главное, знаете, так удерживают, ведь они хорошо свой замысел в голове, да, удерживают, на примере Дани, и они воплощают, они постоянно расширяют, как какие-то что-то новое придумывают. И я говорю, вы, великий человек, потому что вы не мешаете им в этом и просто поддерживаете, всячески содействуете этому. И я смотрю на вашу группу, думаю, точно, в старшей группе, надо им больше пространства. Вы помните? Да. Они уже готовы, они уже сами говорят, что мы придем, и я ухожу буквально на днях в отпуск, я говорю, немножко без Марии Степановны поживете, и они говорят, вы придете, мы уберем все ковры. Потому что это в первую очередь сказала, а что мы еще уберем? И посыпались такие предложения, спрашивают, так что мы все-таки будем переделать всю группу, и эти единогласное «да».
Вот они уже горят. Но такое у них домашнее задание на лето было. Думайте, что мы будем менять, что мы будем переделать. Я думаю, в сентябре я засниму целый фильм вот этого процесса, как они... Уже мне самой уже, я уже с нетерпением жду сентября, мне самой интересно. Да, потому что оно просится, видно уже, что им места мало, потому что очень интересные замыслы. А если мы говорим все-таки о создании, как вы говорите, условия, да, но сейчас вот такой новый красивый термин пространство детской реализации, то для того, чтобы они могли это все полностью реализовать, конечно, пространства им нужно больше. Там, Светлана Анатольевна, знаю, что рядышком, возможно, спальни, расширяем и так далее. Но там у вас будет возможен и выход в другие помещения детского сада, поэтому, потому что они уже старшими становятся. Мария Степановна, вот здесь очень хороший вопрос, и я понимала, что его зададут, поэтому, пожалуйста, сначала начните отвечать тоже вы. Он связан с планированием. Лена, мне прочитать, потому что если я нажимаю на вопросы, у меня сбивается эфир. Хорошо, значит, идет вопрос тоже от Елены Владимировны. Мария Степановна, вы работаете по тематическому планированию? Вопрос, да. Или дети предлагают тему недели? По какой программе работает ваш детский сад? Ну, мы работаем по программе «Вдохновение». Мы, конечно, у нас есть программа дошкольного образовательного учреждения, но мы работаем по программе «Вдохновение». И ни о каком тематическом планировании не может идти речь. И так же, как дети предлагают тему недели. Мы собираемся, у нас есть с детьми утренние советы. Мы собираемся каждое утро, и иногда даже по вечерам, когда дети хотят, на советы, и дети решают, чем мы будем заниматься. Как я могу сказать, ребята, мы неделю будем, вот вы придумали тему, мы неделю будем работать там по этой теме. Там, или как многие говорят, проекты. Но дело в том, что мы рассматриваем вопрос с детками, пока им интересно. Только понимая, что интерес угас, или кто-то из детей предложил другое. Ведь может быть тема в теме, проект в проекте. И планирование, поэтому мы не можем писать вот эти планы, расписывая в понедельник на всю неделю, что мы будем делать. Мы с детьми составляем вопросы, что они знают, что они хотят узнать. Это модель 3 вопросов. Они мне высказываются, где они все это хотят искать, где они будут спрашивать. И исходя уже из интересов детей, пока у них есть интерес, мы рассматриваем вот какие-то, вот как вы сказали, темы. И у нас ведь постоянно, у нас же не занятия, у нас свободная деятельность. Вот если вы видели на примере здания, мы вот эти свои моменты, мы внедряемся при желании, если ребенок тебя впускает в свою деятельность, мы внедряемся и решаем. Та же математика, ну посчитайте ручки у космонавтиков, там проверь, какие ножки длиннее, короче. Вот. Да, я еще только дополню Марию Степановну, уважаемая Елена Владимировна, да. Дело в том, что как бы то, что связано именно с планированием образовательного процесса, сейчас же и подходы к планированию, они совсем другие, да. И когда мы говорим о планировании, то мы в первую очередь говорим о планировании взрослыми детской деятельности. Но сейчас, если мы все-таки говорим о том, что важно уметь услышать каждого ребенка, поддержать его инициативу, да, и что детский сад должен быть ориентирован на ребенка, то сами себя просто спросите, имеет ли право взрослый планировать деятельность за кого-то, за детей. Задача взрослого — создать ту среду, в которой ребенок может действовать. То есть там, где разворачивается его детская деятельность, она принадлежит ему. Детский сад представляет время, когда ребенок может заниматься этой деятельностью. Вот он с утра, ребенок приходит, и это время принадлежит ему, этому ребенку. Это не время взрослого для своих каких-то целей применительно к детям. Вот здесь как бы просто, Елена Владимировна, извините, пожалуйста, что мы так к вам обращаемся, мы всегда привыкли обращаться просто по именам, отчествам, но, дорогие коллеги, те, кто нас слушают, я знаю, что этот вопрос тоже вас очень всех волнует. Вот просто сами себе всегда отвечайте, кто чью деятельность планирует. Если дети сами, тут ни о каком взрослом планировании речи быть не может. Есть образовательная программа детского сада, в которой прописывается содержание, которое дается, да, у нас по 5 образовательным областям, и дается модель организации образовательного процесса. Вот в этом детском саду, во второй младшей группе, поскольку Мария Степановна шла со своей коллегой Еленой Львовной, в средней группе в 9 часов утра занятия не начинаются.
Там Да. идет свободная игра. И Мария Степановна очень свободная игра детей, то есть та, которая без вмешательства взрослого. И я думаю, что вы ее сегодня очень хорошо увидели, именно без вмешательства. И если нужна деятельность специалистов, там тоже есть музыкальный руководитель, да, ведь Мария Степановна, есть инструктор по физическому Инструктор ФИЗО. да, если нужна эта деятельность детям, то вы видели, как Людмила Юрьевна, как музыкальный руководитель, она входит и детей приглашает. Вы же, ну, мы же с вами видели. Она да? даже нет, она даже не приглашает. Она говорит что-то такое, оп, интересное. И получается, что они сами спрашивают, а мы пойдем? Вот как. Приглашение особого не требуется, да? И главное заинтересовать. И я думаю, что Мария Степановна, мы тоже как бы еще вот раз, я все-таки к этой теме тоже потом хочу подойти, но это немножко отдельный аспект, мы все-таки как бы ответим на вопрос, что когда вот в приоритете дети, ребенок каждый, то тогда все взрослые объединяются для того, чтобы детям было хорошо. Правда? Да. Ну и еще есть вопросы, Мария Степановна, давайте мы тоже поотвечаем на них с вами. Вы пока не, там, кто не, подсказать не могут вам вопросы, да, рядышком? Я зачитаю. Нет, у нас просто выбило со второго аккаунта. Хорошо. Сейчас тогда я зачитаю вопрос от Ольги. А пока, если Елена Владимировна, которая задавала вопрос по планированию, если какие-то еще уточняющие моменты есть, вы спрашиваете, вы потом можете выйти индивидуально на меня. У нас есть очень хороший, мы с вами можем профессиональный диалог развернуть, и есть обучающий курс очень хороший. Татьяна Валерьяновна, можно? И у нас ведь есть видео наших предыдущих выступлений на Ютубе, где можно просто посмотреть вот эти выступления, и очень много станет понятно. Да, поэтому здесь, как бы, если нужна еще какая-то подсказка профессиональная, то поймите, ну вот и не досказала, еще есть очень хороший курс, он так и называется «Современный детский сад, каким он должен быть». Если вы вдруг старший воспитатель, просто напишите, мы вас тогда проучим по этому курсу, потому что в сознании меняется очень здорово. Ну и от Ольги у нас вопрос. Добрый день, скажите, пожалуйста, несколько лет назад у нас началась работа по, сейчас сказать, а я вот тоже не очень хорошо вижу, по, так сказать, по-новому. Работа началась с предложения о новом творческом подходе с одной группы нет, это вопрос, значит. Работа началась с предложения о новом творческом подходе с одной группы детского сада или нет? Если с одной группы, то как происходил выбор? Вот, про это расскажите. Выбор группы, то есть как определялся? Мы ведь вот этот новый подход, новые условия создавали с моей группы. Я начала первая, потому что все сложилось так. Я готовила проект успешный для конкурса «Воспитатель 2019», поэтому мы заранее спрашивали те, рискнули, мы сделали эту группу. И уже по моему приезду у нас все коллеги, весь детский сад, все 10-11 групп присоединились. И сейчас у нас работает, у нас нет выбора какой-то определенной группы. У нас работает весь детский сад по-новому. Да, вот так, Ольга, и, может быть, я бы еще добавила, знаете, если как бы такой вопрос задается, значит, вы прекрасно понимаете, что есть где-то административные ресурсы, которые используются, и, соответственно, там волевым каким-то назначением в детском саду определяется одна инновационная группа, но вот этот детский сад, он полностью опровергает это, и они говорят, что, и Светлана Анатольевна, потом мы предоставим слово, они говорят, что так не надо, так деятельность просто не пойдет, и так новые подходы, они невозможны для реализации. Ну и сразу хочу от себя, наверное, добавить, прежде чем вообще заниматься новизной, чем-то новым, надо просто сесть друг с другом все вместе в коллективе и поговорить, как вы понимаете вообще, зачем вам нужны эти преобразования и зачем вам нужна эта работа по-новому. Мария Степановна, она все-таки у нас победитель муниципального конкурса «Воспитатель года», да, я вот почему и начала нашу встречу, и призер республиканского конкурса, и это просто значит, что это люди, они стоят во главе или впереди среди специалистов дошкольного образования, и они ведут за собой. Поэтому здесь как бы вот такие линии. Так, Елена Владимировна отвечает, да, спасибо. Она учитель логопед, и поэтому спрашивает, да, там лексические темы. Елена Владимировна, знаете, что вот, Мария Степановна, сейчас, секундочку, я отвечу, мы дальше продолжим. Елена Владимировна, у нас в мае будет встреча
в онлайн-школе, которая будет посвящена детям с ограниченными возможностями здоровья. Вот вчера буквально мы вели профессиональный наш такой разговор с нашими учителями-логопедами из наших детских садов, которые постараются представить на этой встрече совсем другой подход к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не тот традиционный, который на сегодняшний день существует. Поэтому мы вас уже приглашаем. Мария Степановна, ну еще, коллеги, задавайте вопросы. Мария Степановна, знаете, что вот в продолжении, я думаю все-таки, что, не знаю, конечно, как дальше будет старшая группа, потому что вы тоже в таком режиме интересном. Да, вы даже не знаете, что будет завтра, но тем не менее, я думаю, что в старшей группе там интересы же детей, они расширятся, они же уже будут другие, более познавательного такого характера, и, может быть, что-то там тоже такое интересное затеется. Но интересно будет посмотреть, да? Да, очень, очень. Хорошо. Ну и, Мария Степановна, если вы позволите, давайте, наверное, мы сейчас пригласим, если Светлана Анатольевна там, просто хочется, да, конечно, хочется немножко с ней поговорить. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Я объясню сейчас, почему. Дорогие коллеги, это руководитель детского сада Светлана Анатольевна Филиппова. Это человек, директор, человек, который поддерживает во всем весь свой педагогический коллектив, всех детей, всех родителей. И поэтому, Светлана Анатольевна, да, хочется вас немножко, наверное, спросить как руководителя, чтобы вы сделали акценты, что должен сделать руководитель в детском саду, вот это ваше понимание, чтобы вот педагоги так работали с детьми, как вот сегодня показала нам Мария Степановна. Любой педагог. Вот как бы ваша профессиональная позиция, Светлана Анатольевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, наверное, это особо ничего делать-то не приходится, потому что очень важно, наверное, мне как руководителю просто вот быть вместе со своим коллективом. То есть не где-то там отдельно, не заниматься только, наверное, своими документами, которые, наверное, важны кому-то, важны каким-то контролирующим органам, проверяющим органам. Но все-таки мне кажется, что руководитель дошкольного учреждения, чтобы вот такая работа была, чтобы было доверие в коллективе, он должен быть в курсе всего и в образовательного процесса, и то, что волнует педагогов, и то, что интересует родителей, и то, что интересно детям. Наверное, вот если руководитель заинтересован в этом всем, если он всегда рядом со своим коллективом, что бы ни происходило, какие бы конкурсы ни происходили, какие бы мероприятия ни происходили, если руководитель рядом со своим коллективом, то и коллектив ему доверяет. И если мы выбираем такую форму работы, инновационную какую-то форму работы, то, наверное, они смотрят, что мы все зарядились, мы все вдохновились на эту деятельность. И если есть доверие, то, конечно же, они стараются и поддерживают, и оказывают колоссальную поддержку, конечно, всем нам. И родители тогда очень откликаются, когда педагог правильно и грамотно говорит о том, что сейчас, наверное, необходимо детям с профессиональной позиции педагога. И родители тогда доверяют нам. Вот, наверное, вот так, и у нас так происходило в нашем детском саду с нашими коллегами. Но я еще здесь хочу добавить, потому что, Светлана Анатольевна, вот Мария Степановна ведь очень хорошо сказала, что когда идет разговор все-таки о поддержке детской инициативы и детской самостоятельности, здесь вопросы режима дня, они должны, такого жесткого распорядка дня, я бы так сказала, жесткого, да, когда все у нас соблюдается вот от и до, они должны все-таки отходить на второй план. Правда, Светлана Анатольевна? Вы знаете, да, я, наверное, очень такой руководитель, который, мы, наверное, любим все пробовать и смотреть, анализировать, что же получается. Опять же, с позиции детей, насколько это им сейчас необходимо и нужно и важно. И когда пришло понимание того, что действительно вот эти жесткие наши рамки, они очень играют не в плюс, а в минус. И что вот этот регламентированный режим дня, и прогулки, и наше питание, что это все настолько жестко, что то мы когда это увидели, что когда у ребенка своя какая-то деятельность разворачивается, вы знаете, даже вот раньше до слез доходило, ребенок чем-то занят, а ему нужно вот сейчас немедленно встать, пойти мыть руки и сесть, принимать еду
еду или там идти гулять куда-то. И это становилось, конечно, очень нехорошо для ребенка, эмоционально дети расстраивались, вот, и мы потом мучились, как этого ребенка успокоить и почему так происходит. И когда мы попробовали делать так, что у нас нет сейчас такого жесткого режима, и вы знаете, все ведь получается, стоит вот действительно, и ведь всегда можно договориться, найти какой-то компромисс. И можно и договориться и с кухней, да, и можно где-то на прогулку выйти в другое время, зайти немного в другое время. Поэтому я думаю, что всегда можно найти решение. Вы знаете, было бы желание, а решение каких-то возникающих проблем это всегда можно сделать. Конечно, Мы конечно. это убедились на своем опыте, поэтому мы можем сейчас об этом говорить, что это стало реально, что это стало возможно. Ведь Конечно. все равно мы не будем отрицать, что у каждого человека есть свои какие-то биологические часы. Мы, конечно, не будем говорить, что если ребенок не хочет есть, то он вообще у нас не кушает. Потребности в еде, в сне, они, естественно, конечно, присутствуют. Но вот такой жесткой регламентации у нас в саду нет. Если они считают, что у них деятельность, они сейчас не идут на прогулку, они выйдут, например, там на полчаса позже или даже там на час позже, ничего страшного в этом нет. Если они зайдут попозже и лягут спать попозже, тоже тут никто не выдерживает эти жесткие границы, жесткие рамки. Я, конечно, понимаю, уважаемые коллеги, что для многих это, наверное, будет звучать, наверное, катастрофически, но я говорю, что если вы попробуете, если это у вас будет получаться, и вы правильно, Татьяна Валерьяновна, говорите, что обо всем надо говорить, договариваться со своим коллективом, со своими родителями, чтобы не было каких-то таких вот общественных волнений. Все нужно объяснять, все нужно говорить. И на примерах на своих, опять же, детей приводить в примеры, ставить во главе угла ребенка и говорить о том, что это нужно ему, тогда, мне кажется, все будет получаться. Спасибо, Светлана Анатольевна, я тоже полностью с вами солидарна, потому что мы, знаете, только иногда говорим, что участники образовательного процесса, да, это дети, педагоги и родители. Но ладно, хоть с мнением родителей мы иногда и считаемся, но с мнением детей, я не знаю, мне кажется, в 80% детских садов сегодня просто не считаются. А мнение детей, вот Светлана Анатольевна очень хорошо сказала, решила группа выйти на прогулку сегодня на полчаса раньше или на полчаса позже. Пожалуйста, почему? Это же их общее решение, это жизнь каждодневная, и тут ведь, Светлана Анатольевна, да, я думаю, что я как бы еще вот эту мысль вашу разовью, когда люди совместно принимают решения, они совместно за них отвечают вместе. И вот эта степень ответственности, она лежит именно на людях, на детях в том числе. И если вот этот вот малыш Данила, который вот, или девочка, которая лепит там, Варя, Вера, в общем, ваша красавица, да, которая очень много всего лепит, если она как бы так делает, и взрослый это позволяет делать, значит, мы предоставляем ребенку право понять, что какая-то степень ответственности, она лежит все-таки на нем. Если он взял ракету с собой в музыкальный зал, да, если он с ней упадет, условно говоря, в музыкальном зале, как-то ее, случайно там придавит, то тогда уже там ситуацию надо будет смотреть, как ее разворачивать дальше. Но это его степень ответственности, и мы не имеем права сказать, что оставь ракету здесь, и ты с ней не пойдешь в музыкальный зал, да? Светлана Анатольевна, согласна ведь, да? Я согласна. Еще, Татьяна Валерьяновна, знаете, я бы хотела тут еще об одном моменте сказать, что вот вы очень хорошо говорите об ответственности, это совершенно верно. И еще немаловажно, ведь нужно отпустить педагога. Вот что касается руководителей, да, то тут вот это, конечно, наверное, достаточно сложно будет сделать, но вот кто встает на этот путь, попробуйте отпустить педагогов и позвольте им взять на себя ответственность. Не решайте за них вот такие моменты, что касается режима, что касается деятельности детей в их конкретной группе, потому что они создают вот эту свою жизнь, свою атмосферу, свой мир, и
и только они могут решать, кому там в этом мире жить. И что им интересно, только они будут это решать. Поэтому если вы сумеете отпустить педагогов, и вы поймете тогда, что они реально могут отвечать за свои поступки и делать то, что необходимо на данный момент детям. И вот это вот момент вот этой ответственности педагога, вот он у нас в детском саду, конечно, так случился уже, скажем, я уже постаралась отпустить своих педагогов. И мне даже спокойнее стало жить на самом деле, потому что раньше мне казалось, что вообще все на мне. То есть весь детский сад и вместе со всеми детьми, родителями, педагогом и даже все здание, все лежит на моих плечах. Это, конечно, никогда не уйдет никуда, но сейчас я хотя бы понимаю, что вот мой педагог, он ответственен за своих детей, за свою группу и за своих родителей. И у них это очень здорово получается на самом деле. То есть не диктуйте, так же, как вот педагоги, они не должны диктовать детям, что им сегодня и сейчас дети делают, да, также и руководитель не должен диктовать педагогу, что им заниматься, чем заниматься, когда им выйти гулять, когда им ложиться спать, если у них там что-то развернулось. Попробуйте, результаты просто, опять же, говоря о детях, результаты будут совсем другие. Вы знаете, у нас приходят к нам другие коллеги из других детских садов, и первое, что они говорят: у вас живые дети. У вас дети с живыми глазами, живыми эмоциями, дети улыбаются, дети разговаривают. Вот это отмечают коллеги из других детских садов. Да, ну я здесь хочу тоже, наверное, еще как бы немножко добавить Светлану Анатольевну, ну, отпускать человека, и вообще это самая высокая степень доверия к нему, и поэтому, естественно, что вот я пока слушала, что Светлана Анатольевна говорила, сразу начинаю думать про молодых педагогов, но их-то вообще очень боятся отпускать, да, руководители и все, потому что, не дай бог, что-то не так сделают. Мне кажется, надо уметь доверять, и главное, если люди тебя не подводят, если они понимают созвучность с тобой в каком-то мироощущении и в понимании того, что сегодня важно для детей, мне кажется, проблем здесь не будет. Спасибо, Светлана Анатольевна. Ну и, наверное, вопрос тут к вам и к Марии Степановне, в первую очередь, и к вам тоже. Значит, тут вопрос связан с тем, что поскольку дети были, ну, как бы, Мария Степановна сейчас второй год, это дети средней группы, в прошлом году были дети младшей группы, значит, до этого были дети подготовительной группы. И вот здесь такой вопрос, он хороший вопрос, как школа поддерживает детскую инициативу? Ну, как бы, ваше мнение спрашивают, как школа поддерживает детскую инициативу, если мы ее будем поддерживать, будем как бы делать. Вот Мария Степановна, да, хотелось послушать. Да, Мария Степановна уже подключились откуда-то с другого места. Давайте коллегам сначала. Светлана Анатольевна, ну, можете вы начать, Мария Степановна потом подсядет к вам, да, или если вы вместе, то, да? Я сейчас передам слово Марии Степановне, сейчас минуточку. Хорошо, конечно, да. У нас просто замечательная стойка, которую можно передавать. Вы знаете, Татьяна Валерьяновна, мне кажется, что школа, пока они еще боятся вот этой инициативы, они еще не совсем приняли. Но их можно понять, у них есть какие-то рамки, у них есть учебная программа, они должны выдать материал, а дети, которые приходят, вот эти яркие, раскрепощенные дети, они хотят не всегда то, что учитель запланировал на этот день. И вот получается такой небольшой, вот, как бы, несостыковка. У учителя план, у учителя конкретное задание, а у ребенка свои планы. Какой-то дисбаланс. Поэтому школа еще, они все понимают, они принимают, они приходят к нам в детский сад, смотрят, но они еще боятся. Вот этих изменений. Да, но я еще понимаю, здесь вопрос связан был с тем, что ваши подготовишки, они выпустились уже, ну, предыдущие, а вы же говорили о том, что вроде как вот больше поддержка инициативы
сейчас началась, или вами тоже раньше очень инициатива своих детей поддерживалась? И если она поддерживалась, то как те дети сейчас в школе? Вот я так поняла вопрос. Вы знаете, поддерживалась, но только вот уже в самом конце подготовительной группы. Потому что даже вот в этой новой среде мы с теми детьми прожили всего 2 месяца. И они в летний период, они ушли в школу. Поэтому еще мы не можем... Да, те дети тоже были яркие, открытые, но они не такие, как сейчас. Сейчас это вот просто космос. Они дети, они фантастические. Да, вот так От них можно ожидать невозможного просто. Но мне кажется, вы знаете, вот ответим вместе с вами, наверное, с Ольгой. Ольга, я думаю, что вы видели этих детей вот сейчас, которые у Марии Степановны, но с ними, правда, ведь очень интересно. Просто с детьми интересно. Когда ты их слышишь, смотришь за ними, следуешь за ними, а не когда ты несешь как единственно правильное твое мнение, решение и так далее. А теперь вот я передам слово Светлане Анатольевне с позиции уже администрации, которая общается у нас с педагогами школ. Конечно, Светлана Анатольевна, пожалуйста, как бы мнение ваше, может ли школа сегодня поддержать детскую инициативу? Ну, я думаю, что, наверное, какие-то школы могут поддержать инициативу, но, наверное, не все. Мне кажется, что вот такую нашу инициативу, которая у нас у детей есть, наверное, не совсем. Но мне кажется, здесь ведь еще и вопрос такой, что готовность ребенка к школе. Но вот если в плане такого рассматривать, то наши дети, многие коллег вызывают опасения, что как же вы подготовите своих детей к школе. То тут очень даже все хорошо у нас с этим обстоят. Дети учатся слышать взрослого, дети учатся общаться, дети учатся следовать определенным правилам. Но это ли не подготовка к школе? Я думаю, что тут вот именно это. А потом ведь мы тоже пытаемся заинтересовать детей в дальнейшем обучении. И вот если школа будет поддерживать в ребенке обучение, интерес к обучению, интерес к знаниям, интерес к получению знаний, добывать знания самостоятельно, то, что мы пытаемся сделать с нашими детками, то есть научить их добывать знания самостоятельно, вот, то я думаю, что тут и вот такая, может быть, я не очень люблю это слово преемственность, но может быть вот тут вот как раз она и будет прослеживаться, вот именно преемственность со школой. Знаете, я не знаю, почему-то мне так кажется, что вот в нашем городе, что вот, наверное, школы будут подтягиваться к нашим деткам, наверное, школа должна подтягиваться к нашим деткам, потому что, им будет, наверное, неинтересно вот настолько, если их загонят в какие-то определенные рамки, то им будет скучно и не очень интересно. Поэтому я думаю, что они будут вынуждены подтянуться и все-таки добиться того, что эта школа должна быть готова принимать наших детей, а не мы должны быть готовы пойти в какую-то школу с какими-то их, я не знаю, там, правилами и так далее. Кажется, что к этому обязательно придем. И вот здесь как бы такой момент, вот сейчас получается и Мария Степановна, и Елена Львовна, они как раз идут с детьми со второй младшей группы. И нам всем очень интересно, какие эти дети будут, когда им будет 6-7 лет. И почему-то мне кажется, что к тому времени, это еще 2 года, у нас учителя даже ваших школ, они уже будут приходить к вам со советами. Это первое. Ну а второе, отвечая на вопрос еще связанный с готова ли школа сегодня поддержать инициативу, но я как представитель Института развития образования вам могу сказать, что школы тоже обновляются. И они, пусть они, может быть, медленно там в ваших поселках, селах, городах, но школы очень сильно обновляются. И подходы к образованию детей, они тоже очень сильно обновляются. Да, у нас где-то сейчас критический момент, связанный с образованием. Да, где-то не хватает учителей грамотных, воспитателей грамотных, тех, которые на стороне ребенка. Но мне кажется, этот момент, он просто пройдет. И сейчас время как бы убирает ненужных и оставляет, или наоборот приглашает тех, кто нужен для продвижения каких-то интересных, хороших идей для будущего. Я бы так, наверное, сказала, да? Светлана Анатольевна, поэтому я надеюсь, что, Ольга, мы ответили вам на вопросы.
Ну и, Светлана Анатольевна, вы прекрасно знаете, что мы бы с вами общались и общались, обсуждали бы и обсуждали, да, со всеми с вами, но, к сожалению, у нас есть свои временные рамки. Вот сегодня тоже с кем-то мы говорили, с коллег, о том, что все можно проводить в формате онлайн, за исключением живых профессиональных дискуссий, потому что мы здесь все-таки ограничены немножко рамками времени. И если разворачивать интересные живые дискуссии, дебаты, да, то здесь надо хороший такой лимит. Но я думаю, что можно уже с вашим коллективом развернуть такой профессиональные дебаты. Ну, это мы как-нибудь на будущее посмотрим, что у нас там интересно будет. Поэтому, уважаемые коллеги, еще вот буквально минутки-две, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, но подытоживая все вышесказанное, Светлана Анатольевна, вот я думаю, что мы, наверное, с вами вместе, как с руководителем детского сада, все-таки скажем, что невозможно поддержать детскую инициативу и развивать детскую индивидуальность и детскую самостоятельность без поддержки, инициативы, самостоятельности и развития индивидуальности педагогов. Да, ведь? Я бы еще сказала, что, наверное, невозможно поддержать детскую инициативу и самостоятельность, если сам педагог не инициативен, не самостоятелен, и если он сам присутствует в каких-то определенных рамках, живет в каких-то определенных рамках. Вот это, наверное, самое главное. Да, это действительно так, потому что если ты, и еще вот, наверное, я бы здесь добавила, и Мария Степановна тоже об этом очень хорошо говорила, вот эти вот, ну, я понимаю, что вы вместе все это обсуждаете, я все прекрасно понимаю, и мы скажем еще раз коллегам, что все, что говорят коллеги детского сада номер 11, это их общее профессиональное мнение, они всегда обсуждают. И вот у Марии Степановны, я опять открываю свой блокнот, она сегодня очень хорошо сказала, что можно крупными буквами себе написать «не пропусти того-то, того-то», потому что этот миг больше, это мгновение не повторится. Да. Да. И 4 правила общения с детьми. Увидеть, услышать, не мешать и помочь, когда это нужно. Это значит, можно переносить и к воспитателям, и к нашим педагогам. Поэтому, поскольку, вот видите, Светлана Анатольевна, вопросов пока нету, или, может быть, педагоги в раздумьях, в размышлениях, и мы всегда очень рады различным профессиональным дискуссиям, дорогие коллеги, кто нас смотрит. Поэтому мы давайте вместе с вами еще раз поблагодарим детский сад номер 11, который буквально за последние 2 месяца с нами уже 4-й или 5-й раз на встречах. Это тоже подготовка, это тоже какие-то такие интересные посиделки, я их так называю, профессиональные посиделки, да, когда можно подумать, поразмышлять, ведь тоже составить вот такой ролик, это же не просто так вот прийти и начинать снимать, да, это же естественно, что какая-то идея изначально она должна быть, как показать вот ребенка, потому что что такое индивидуальность? Это когда человек проявляется в деятельности, вот и все, вот как он проявляется, вот ну, постарались показать, поэтому, Светлана Анатольевна, дорогая, и Мария Степановна, Ирина Владимировна, знаю, что там и ваш коллектив сейчас смотрит нас. Спасибо вам огромное за то, что вы действительно делаете очень много. Иногда не совсем это просто дается, но мне кажется, и я всегда вам говорила, что если вы делаете то, для чего вы в данный момент жизни, так сказать, находитесь здесь и сейчас в этом пространстве, то вам помогает вся Вселенная. И естественно, что очень много единомышленников у вас и у нас, и вообще у всех, у тех, кто сегодня пытается сделать все условия, создать все условия, чтобы каждый ребенок мог проявить самого себя и то, что заложено в нем природой. Потому что мы никак с вами не можем предугадать, кем будет вот этот вот Данила или Никита. Мы не знаем сейчас, кем он будет, и наша задача только создать, поддержать его здесь. Ну и мне кажется, что у Марии Степановны это получается прекрасно. Она действительно замечательный воспитатель, правда, Светлана Анатольевна? Она, да, очень верный, надежный, друг детей, я бы так сказала, родители, очень хороший педагог, очень хороший профессионал. Ну, правда, вот мне кажется, что замечательный воспитатель, ее час, вот когда пробил в 2019 году, вот он сейчас до сих пор продолжается, и мне кажется, это ваша такая очень сильная опора, вас как руководителя в коллективе, и мне кажется, это счастье, когда есть такие педагоги,
коллективах детских садов, правда? Да, это, конечно же, так. Без команды, без надежной команды профессионалов двигать что-то новое это невозможно. Один в поле не воин. Нужна надежная поддержка, нужен хороший тыл. Тогда все по плечу, море по колено, что называется. Тогда мы идем и делаем, и помогаем, поддерживаем друг друга. Да, спасибо вам тоже огромное. Всегда очень приятно профессионально общаться. Естественно, что многие моменты, может быть, и глубже где-то надо смотреть, копать, где-то надо изучать. Но я думаю, что все это будет еще впереди и у вас, и у нас. Поэтому спасибо, Светлана Анатольевна, спасибо вам огромное за поддержку, потому что мы прекрасно понимаем, что на ваших плечах, как управленца, тоже лежит очень большое такое, ну, может быть, счастливое такое бремя ответственности, которое тоже нужно уметь нести. Не всем это дано руководителям, поэтому сил вам, терпения, вдохновения от таких замечательных детей и от таких замечательных педагогов. Поэтому мы с вами уже встречаемся совсем скоро, насколько я понимаю, буквально в понедельник, уже в стенах нашего института. Поэтому спасибо вам за встречу. Можно нам еще раз вернуть Марию Степановну. Спасибо. Конечно, конечно. Всегда приятно, всегда с радостью. Меня вернули. Да, у нас совсем вот считанные минуточки остается. Правда, искренне наша вам благодарность за то, что откликнулись на эту встречу. Вы действительно большая молодец, но вы это знаете. Мы всегда вам об этом говорим, и ваши дети, они изумительные. Можно наблюдать за ними, за каждым. Я не знаю, мне кажется, я просто вот поселилась у вас на неделю в вашей группе. Вообще просто, знаете, вот онлайн-трансляцию хочется, вот, чтобы она была, и можно раз захотел, нырнул там к вам в группу, посмотрел, чем вам там ваши малыши занимаются. Но мы прекрасно понимаем, что онлайн-трансляция это тоже не выход, потому что иногда глаза детей, мимика детей эти вещи не онлайн-трансляция не передает. Поэтому будем стремиться еще к чему-то новому, интересному. Спасибо, Мария Степановна, правда. Низкий вам поклон за все то, что вы делаете. Делаете, я не знаю, вы вот очень много. Это не кажется, что это делается тяжело. Это, наоборот, кажется, что для вас это очень просто. Но это настолько вот много вы делаете для своих детей и для воспитанников. Не знаю, вот правда, огромное вам спасибо, Мария Степановна. Большая молодец и большая умница, и мы гордимся вами. Я думаю, что еще будет много интересных таких профессиональных встреч с вами. Спасибо, Мария Степановна. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Тоже я надолго не прощаюсь, я тоже увижусь с вами в Сыктывкаре в понедельник, да. Мы едем командой своей, командой поддержки. Ну хорошо. Мария Степановна, обращаясь теперь ко всем участникам встречи в рамках темы, пожалуйста, что-то еще скажите в завершении, и мы на этом будем заканчивать. Ну что, дорогие коллеги, вы знаете, я желаю всем поймать вот этот ветер перемен, ничего не бояться. И есть такое правило: не бойся пробовать начинать. Не бойтесь. Все, мы всегда с вами, мы всегда поддержим. И Татьяна Валерьяновна, и наш детский сад. Нас можно писать, с нами общаться. Мы всегда открыты к общению, открыты к поддержке. Спасибо большое, Мария Степановна, спасибо огромное. Поэтому всего вам доброго. Еще раз большой привет вашим детям. Бегите к ним. Мы понимаем, что вы сейчас пойдете в группу, что тоже что-то интересное. Там передавайте им от нас большой привет. Скажите, обязательно. Да. Поэтому спасибо, Мария Степановна. Можно отключаться. Спасибо. До новых встреч. Спасибо, до новых встреч, всего доброго. Ну вот, коллеги, такие встречи у нас проходят, и правда очень как-то вот профессионально, очень здорово от того, что у нас есть такие педагоги, поэтому и среди вас есть такие педагоги, и мы очень счастливы будем, если когда-нибудь мы встретимся также в нашей такой импровизированной виртуальной гостиной, где уже мы будем с удовольствием слушать вас, тех, кто нас сейчас смотрит, со своими какими-то интересными идеями, находками. Ну и мы тоже не стоим на месте, мы тоже движемся вперед, и поскольку с этим детским садом меня судьба тесно свела 2 года назад, я прекрасно вижу и прекрасно понимаю, что сейчас можно уже этому детскому саду доверять такие серьезные профессиональные вещи в плане интересных стажировок, которые они с удовольствием могут
проводить и осиливать. Поэтому много всего хорошего. Ну и, уважаемые коллеги, сразу же анонсируем и сразу же приглашаем. 5 мая у нас будет интереснейшая встреча, 4-я в рамках тематики «Наш успешный детский сад», где мы будем встречаться с нашими победителями республиканского конкурса «Лучший детский сад года» 2021 Республики Коми. Много интересного есть, там наши стемовцы, там наши детский сад номер 11 города Ухты, детский сад номер 54 города Воркуты, тоже очень интересные, харизматичные детские сады. Поэтому еще раз всего вам доброго. Не забывайте о том, что каждый из вас самый лучший, потому что индивидуальность каждого, она очень важна. Ну и дети, с которыми вы работаете, это самые лучшие дети. Поэтому передавайте им всем большой привет. Мы вас ждем. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо всем. До свидания.